Поздравить с наступающим юбилейным Днем Победы, с праздником, который не дает нам никогда забывать о том, что мы все-таки поколение, которое являемся потомками победителей, и, соответственно, даже в наше сложное время мы выйдем из этой ситуации достойно. Уважаемые коллеги, я бы хотела, как традиционно, обозначить, какова у нас санитарно-эпидемиологическая ситуация сегодня в республике. Значит, как уже говорил глава на утреннем брифинге, число заболевших на территории республики, вернее, количество зарегистрированных у нас сегодня в целом составляет 385 человек. Необходимо обратить внимание, что прирост по республике достаточно большой за сутки, 37 человек. Здесь необходимо, вот эти 37 новых случаев, они у нас делятся, значит, по следующим образом. Это город Якутск, 35 случаев, Ленск, 1 случай и Аймикон, 1 случай. Здесь я хочу обратить внимание на то, что 35 случаев по городу Якутска составляет собой два больших, в общем-то, по сути дела, очага. Один из них, который непосредственно, значит, вот остатки, которые у нас идут по контактам Якутской республиканской офтальмологической больницы, а второй, к сожалению, это вот достаточно большое количество студентов у нас оказалось среди контактируемых и, соответственно, с положительными анализами в Северо-Восточном федеральном университете. Сегодня мы проведем видеоконференцию, была проведена видеоконференц-связь с жителями всех высших учебных заведений на территории республики, среднеспециальных учебных заведений, с исполняющим обязанности министра образования республики Саха-Якутия по вопросу соблюдения санитарных норм на территории, значит, общежитий и в тех условиях, которые, значит, сегодня для того, чтобы более такой ситуации не допускать. Нами со стороны правительства, оперативного штаба во взаимодействии, соответственно, с руководителями учебных заведений, как вы помните, была принята принципиальная позиция, что все должны находиться на дистанционном обучении. Соответственно, дистанционное обучение, оно предполагает, значит, по сути дела, практически освобождение всех общежитий. У нас в общежитиях должны были остаться небольшое количество, значит, студентов. И за ними руководители учреждений должны были в обязательном порядке осуществлять четкий режим. Отвечать за непосредственно, конечно, нарушение режима самоизоляции, введенного на территории города Якутска, города Нерюнгри, города Мирного и там в населенных пунктах, где именно, значит, есть режим самоизоляции, должен отвечать каждый человек. Но руководители учебных учреждений сегодня, учебных заведений, сегодня мы об этом достаточно жестко проговорили, еще раз, с себя ответственности снимать не имеют морального права. Как и говорила я, мы, значит, непосредственно ввели и сегодня, значит, начали заполнять, значит, новое инфекционное отделение. Оно у нас расположено и будет, как я уже говорила, для больных, которые будут лечиться, значит, амбулаторно. По сути дела, в этом инфекционном отделении это больные бессимптомные, с легким течением заболевания. И, соответственно, реабилитационные больные, которые уже прошли основной курс в инфекционном отделении и, значит, на своего рода долечивание или реабилитации, также будут находиться вот именно конкретно в инфекционных отделениях, не занимая койки в инфекционных стационарах республики, а именно Якутской инфекционной больницы. То есть вот такая схема у нас сегодня в целом, значит, работает по республике, и, соответственно, такова санитарно-эпидемиологическая ситуация. Сегодня совместно с, значит, непосредственно руководством республики проведены совещания, направленные на то, чтобы решить вопрос о том, каким образом мы будем завершать учебный год. На работу вышел у нас новый заместитель председателя правительства, исполняющий обязанности министра образования республики. Соответственно, нужно после уже консультации с Министерством просвещения России, я думаю, что в ближайшие дни мы дадим четкую позицию, когда будет заканчиваться учебный год, и прежде всего, значит, каким образом мы обеспечим все-таки поступление и нормальную сдачу экзаменов для наших выпускников, потому что у нас в любом случае жизнь продолжается, я это говорила не раз, об этом мы ни в коей мере не забываем.
Сегодня главой Республики Саха-Якутия, исходя из того совещания, которое вчера прошло под руководством президента страны, поставлены, значит, задачи, направленные на пересмотр и возможное смягчение мер, значит, тех изоляционных, которые у нас существуют на территории в целом республики. Как вы знаете, у нас на 4 зоны разделена республика, там 4 есть режима, и, соответственно, в зависимости от режимов возможны и соответствующие наши послабления. Сегодня мы собираем предложения от всех наших коллег, от и Министерства предпринимательства, и Министерства социальной защиты, потому что все вовлечены в этот процесс, и поэтому, значит, непосредственно и будет в ближайшее время принято соответствующее решение. Критерии вчера главный санитарный врач Российской Федерации назвал. Критерии достаточно четкие и понятны. Это заболеваемость. Что касается, например, если брать столицу нашей республики, к сожалению, кривая заболеваемости, она не дает оснований говорить о том, что вот сегодня есть, значит, там, необходимость или возможность, да, не представляя угрозу для жителей республики и столицы его, снимать вот именно все самоограничительные мероприятия. Но если после уже анализа соответствующие послабления будут, но исходя из ситуации, которая есть. В настоящий момент она ровно такая, которую мы с вами видим на самом деле. На что еще бы я хотела обратить внимание, на то, что впереди у нас праздники, связанные с нашими ветеранами, поэтому, безусловно, значит, хотелось бы, чтобы и сегодня мы провели традиционную свечу памяти, на которой у нас всегда очень много молодежи. Сегодня мы ее проведем в нетрадиционной форме, значит, выставив свечи на окна наших квартир. Я думаю, что тем самым небо, безусловно, увидит наши помыслы, и мы таким образом, конечно, отдадим и свою дань памяти и тем, кто погиб в Великую Отечественную войну, и тем ветеранам, мы дадим славу тем ветеранам, которые у нас до сих пор живут и здравствуют на территории нашей республики. На что еще я бы хотела сегодня обратить особое внимание, это прежде всего на то, что в целом все-таки, как бы мы хотели или не хотели, но победить вирус можно лишь только нашей самоорганизацией и самодисциплиной. Сможем ли мы вернуться в то общество, в котором мы жили до коронавируса? Или оно будет каким-то другим? Наверное, об этом мы сегодня тоже все должны вместе подумать, потому что многое изменится. И, возможно, поменяется и наше поведение, и отношение, в том числе и к собственному здоровью. Потому что таких потрясений вот таких пандемийного характера, именно потрясений по здоровью, наверное, мы не переживали никогда. Должны выйти достойно для того, чтобы затем, потом мы, в общем-то, были новым поколением уже после пандемийного такого периода как такового. Мы все учимся. Мы учимся все, безусловно, ни с кого, ни с муниципальных, ни с республиканских властей. Никто ответственности не снимал. Но действительно, сама республиканская власть без помощи муниципальной власти, без помощи общественности и граждан, она никогда не справится. И, безусловно, вот этой вот проблематикой коронавируса и проблемами по его противодействию должны озабочены быть, безусловно, все. И, конечно же, основной упор сегодня и самый тяжелый ложится на муниципальную власть. Хотелось бы больше активности и, соответственно, чтобы каждый из нас, горожанин, чувствовал, что все-таки за нашу безопасность отвечают те, кого мы избрали. Уважаемые якутяне, соблюдайте все санитарные нормы и правила. Не выходите из дома без необходимости.
Если вы почувствовали себя плохо, звоните в участковую поликлинику, и к вам придет врач на дом. В случае других вопросов по коронавирусной инфекции действует круглосуточная горячая линия Минздрава Якутии 8 800 100 ровно 1403.